И не знаю страха, не боится пуля, нас веду атака, храбрый Мерчули. 1 августа в России отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. 30 декабря 2012 года был принят Федеральный закон Российской Федерации о внесении изменений в статью 1 Федерального закона о Днях воинской славы и памятных датах России. В соответствии с этими изменениями 1 августа Россия вспоминает о погибших во время Первой мировой войны российских военнослужащих. Эта война стала серьезнейшим испытанием для нашей страны. Очень важно помнить о подлинных героях, солдатах и офицерах русской армии и флота, отдававших своей жизни, совершавших подвиги и хранивших верность долгу. Война 1914-1918 годов дала много георгиевских кавалеров, и все высокие георгиевские награды были заслужены ингушскими офицерами и всадниками российской императорской армии непосредственно на фронтах Первой мировой войны. В авангарде ингушской военной элиты российской императорской армии несомненно стояли и стоят кавалеры самой почетной и желанной боевой награды ордена Святого Георгия. Из уважения к религиозным чувствам георгиевских кавалеров-мусульман ордена им выдавались с заменой изображения Святого Георгия на государственный герб и вензель государя-императора. Такое же правило было установлено и для знака отличия военного ордена. Одной из почитаемых наград российской императорской армии издавна считалось офицерское золотое оружие, которое представляло собой золотую офицерскую шпагу с надписью «За храбрость без драгоценных камней». Впервые им начали награждать в 1788 году в ходе русско-шведской войны. Представляем вашему вниманию ингушей, участников Первой мировой войны, кавалеров ордена Святого Георгия 4 степени. Это Бекбузаров Сасламбек Сасаркиевич, Долгиев Касым Гайриевич, Богатырев Хаджимурат Каримович. Также кавалеры Золотого Георгиевского оружия за храбрость – это Базоркин Крым-Султан Банухович, Базоркин Николай Александрович, Бек Боров Султанбек Заурбекович, Гулиев Эльмурза Дударович, Долтмурзиев Султанбек Тыниевич, Катиев Асламбек Байтиевич, Маматиев Асламбек Галимиевич, Нальгиев Эльберт Асмарзаевич, Укуров Тонт Наурузович. Завершает список ингушских георгиевских кавалеров самая многочисленная когорта, состоящая из 26 всадников конной дивизии ингушского конного полка Кавказской туземной конной дивизии, получившая неофициальное название «Дикая дивизия». Личной храбростью и мужеством заслужившие в течение войны высокие боевые награды для нижних чинов, георгиевские кресты 4 степеней, полный георгиевский бант. Следует отметить, нисколько не умаляя высоких боевых качеств и авторитетность других национальных полков и подразделений Кавказской туземной конной дивизии, что именно в ингушском конном полку было наибольшее количество полных георгиевских кавалеров. Кавказская туземная конная дивизия сформирована 23 августа 1914 года в составе 2-го кавалерийского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Хана Нахичеванского. Формирование Кавказской туземной конной дивизии было продолжением практики создания иррегулярных воинских формирований из горцев Северного Кавказа, сложившейся как система в первую треть XIX века. Летом 1914 года в связи с обозначившейся войной стран Антанты против германо-австрийского военного блока на Северном Кавказе приступили к формированию Кавказской туземной конной дивизии в составе 6 полков, каждый из которых был 400-го состава. Полки получили свои названия по признаку этнической принадлежности личного состава. Кабардинский и 2-й Дагестанский – 1-я бригада, татарский, азербайджанский и чеченский – 2-я бригада, ингушский и черкесский – 3-я бригада. Принцип формирования личного состава рядовых нижних чинов, как и во всех предыдущих случаях, был основан на добровольном призыве. Создание ингушского конного полка завершилось к октябрю 1914 года. Недостатков в добровольцах не было, и это потребовало довольно тщательного отбора всадников. В войну дивизия вступила в ноябре 1914 года в составе 8-й армии генерал-адъютанта Брусилова. До конца войны попеременно входила в состав 2-го, 3-го и 4-го конных корпусов.
Большую часть войны провела в 9-й армии генерала Личицкого на Юго-Западном фронте и лишь несколько месяцев на Румынском фронте. Современники и военные специалисты давали очень высокую оценку боевым качествам полков Дикой дивизии. Особенно выделялся ими факт 16 конных атак частей и подразделений дивизии только в одном 1916 году. Кстати, самым насыщенным боевыми победами русской армии за всю войну, достигнутыми в основном войсками Юго-Западного фронта под командованием генерал-адъютанта Брусилова. Командиры дивизии – это великий князь генерал-майор Романов Михаил Александрович, генерал-майор князь Багратион Дмитрий Петрович, генерал-майор Гагарин Александр Васильевич, начальники штаба – полковник, впоследствии генерал-майор Юзефович Яков Давидович, полковник, генерал-майор Половцев Петр Александрович. Биографии всех представленных героев ингушей, краткое описание военной службы, наград, описание подвигов вы найдете в научно-документальном издании Исы Алмазова «Ингуши. Георгиевские кавалеры XIX-XX века» и в книжно-иллюстративной выставке «Каталоги», изданной Национальной библиотекой Республики Ингушетия имени Джамалдина Яндиева «Кавказская туземная конная дивизия». Пушками отбили зарадом от души, вся Россия, знаю, джигит ингуши. Власти созывала от наездников лихих, тесной дружбою сковала нас война кому-ковых. Белоснежные вершины гор Кавказа, вам привет. Я не знаю, исполины, вас увижу или нет.